Все нормально. У нас почему-то заглючила программка и пропал звук. Да, люди есть. Не появится. Нас уже 5 человек. Так, как звук, как микрофоны, все ли слышно? Проверка связи. Если вдруг у вас будет что-то зависать, просто Command-R, Ctrl-R, короче, сами все знаете. Сейчас 2 минуты на сборы, и мы начнем. И чё, как с телефона смотрится? Так, 8 человек. Всем привет. Сегодня мы вдвоем. Наиль, к сожалению, нас покинул. Но покинул временно, не с концами. Поэтому вы его еще увидите. Непривычное ощущение из-за гейта. А я его, кстати, должен был убавить. Или он есть все еще? Но он должен просто шипение убирать. Такое себе. Почему? Почему такое себе? Что делаешь? Сейчас, короче, Арслан свой жесткий диск подрубит. И мы начнем. Мы сейчас выйдем в прямой эфир в Инстаграме. Йо-йо-йо. Алло, раз-два. Да, свайпайте и смотрите. Будем петь. Привет. Поэтому стрим с телефона смотрел. Да, норм все. Все стримы с телефона смотрел. Ну все отлично. Так, Арслан уже... Арслан уже... Опа! Ну, раньше у нас на стульчиках были. Ладно. Ты не в микро базаришь, сын твой? Нет. Все для ютуба. Все ради стрима. Наиль, когда у тебя выйдет альбом? Дамир Ишимбаев, салям алейкум.
Здорово, Дамир, как твои дела, как настроение? Инстаграм еще раз продублирую информацию. На последнем есть свайп. Если вы свайпнете, то попадете на мой канал. Смотрите эффект. На этом я с вами прощаюсь. Все. Так, Денис Лам, Башстайл в Уфе. Башстайл в Уфе, да, уехал. Но можно об этом не говорить, и когда видео выйдет, презентовать. Очень скучно, хочу на учебу в студию. Алишерка. Я, сука, что? Варфоломей Soldiers. Прикольно у тебя ник. Чё? Да, там, есть один. Этот или этот? Когда выйдет трек с Радмиром? Какой именно трек с Радмиром? Всем привет в этом чатике. Привет, Резида, как твои дела? Так. Привет. Нас смотрит 13 человек. Друзья, кому не лень, у меня на стене ВКонтакте есть пост об этом стриме. Можно туда зайти и сделать репост. Этим вы очень нам поможете. У вас классные прически, пацаны. Спасибо. Я старался. Отлично все. Ну это хорошо, что отлично все. Отлично, что у тебя все отлично. Ну что, давайте пишите вопросы, комментарии, любые предложения, идеи. Мы это все будем озвучивать, обсуждать, разговаривать, делиться мнением, идеями. Если так посты в ВК никто уже не смотрит. Но кто-то смотрит, что поделаешь. Можете в Инстаграм запилить скриншот. Прямо сейчас запилить скриншот, зайти в Инстаграм, выложить меня, отметить. В последнем сторисе у меня по свайпу доступна ссылка, которая ведет прямиком на этот стрим. Донат. Чисто для настроения. Чисто для настроения нам прилетел донат. Так, сейчас, секунду. Я перейду по другой ссылке, потому что здесь у меня не видно, что происходит. Одну секунду. 5 сек, и все будет сейчас. Ты Арслана купил, что ли? Он твой личный битмейкер? Нет, я его не покупал. Просто могу. Сейчас. Короче, Арслан и я хорошие друзья. И нам нравится делать треки. Никто никого не покупал, никто ни у кого паспорт не отнимал, поэтому... Ладно, буду иметь в виду. Так, последний. Значит, я сам могу это сделать. Да. Могу Очень уже открыть хорошо. это и подготовился сегодня. Сегодня Арслан откроет готовый проект, потому что собирать очень долго и нудно, и неинтересно. Друзья, если есть какие-то вопросы, обязательно пишите. Мы для этого как бы ведем стримы. Следующий стрим будет чисто, чтобы поболтать. Никаких треков. Ну, треки, разумеется, будут. Будем открывать какие-то проекты, какие попросите. Вот. А пока пишем трек. Сколько лет этой легенде.
Так, Варфоломей, мы с тобой знакомы или нет? Сколько лет этой легенде? Хороший сарказм. Так и не скинул акапеллу Корота. Тебе должен был скинуть... Зайди в непрочитанные сообщения в запросах в директе. Там Рен Старк должен был тебе скинуть. Пишут, можете открыть проект Корота. Попозже мы сможем это сделать, но не сейчас. Донат. Так. Ваш стайл лучший диджей на всей планете. Если бы она была размером с 6-е общежитие БГПУ. Спасибо. Чисто для настроения. Ди. Спасибо, Ди. Спасибо. Так, сосалка. Спасибо, сосалка. Кто бы ты ни был. Но мне кажется, это сам Баштайл отправил. По любому поводу. Так, друзья, напоминаю, кстати. Чисто так, для расслабона. Можно закидывать по этой ссылке благодарности. Арслан, давай трапчика навали. Короче, по поводу Корота мы его откроем, только чуть попозже. Потому что Арслан пока делает трек. Наиль, как твой альбом? Когда выйдет твой альбом? Не, это слишком. Пердящий бас. Прикольная дата. 20 апреля получается. 20 апреля выйдет классный EP-альбом. Классного диджея. Классного Наиля Баштайла, поэтому не пропустите. Видео когда начнешь снимать? Урал типа и так далее. Урал! Так нормально? Гайсар Бикметов. Так, может он забыл просто? После эфира напиши мне в инстаграме, я напомню ему, чтобы он тебе скинул. Завтра или послезавтра начнем снимать. Круто. Окей. А что сейчас доделать будешь? Я хочу вас. Давай. Арслан, короче, у нас подбиратель басов. А сейчас какой бас? Забыл до этого. На башкирском. Трек уже готов, он уже играет на радио Юлдаш ФМ. А премьера будет недели через 2. Пока у нас проблемы с дизайнерами, проблемы с обложкой. Из-за этого трек пока просто лежит. Как только будет готова обложка, мы отправим на релиз, на дистрибьюцию. Тогда он будет доступен. А пока можно слушать его на Юлдаш ФМ на башкирском языке. Кстати, давно на башкирском языке не выпускали треков. Поэтому включайте Юлдаш ФМ, слушайте там обязательно. Кстати, если вы не заметили, мы сделали небольшую перестановку. У нас тут теперь вот такой диван. И можно просто сидеть спокойно. Кстати, чуть попозже покажем пару проектов. Есть один очень классный проект Тимура Ямалова. Мы ему делаем аранжировку. Возможно, это будет совместка.
Но пока там только куплеты. Эргайн, проблема с дизайном, может, помогу решить эту проблему. Но ВКонтакте, если есть возможность, отправь мне свои работы. Мы посмотрим, если нам понравится, то мы что-нибудь у тебя обязательно закажем. Крутой фиток. Какой ваш любимый плагин? Любимый плагин. Кстати, недавно у такого диджея, как Кашемир, вышел новый плагин. Называется Кашемир, если не ошибаюсь. Вот. На данный момент это такой один из любимых теперь. Также нравится FabFilter Pro Q3. Потише сделать, наверное. Да, было бы здорово потише сделать. Вот, потом классный, Элитный гречка. еще классные плагины от... Секунду. Аноним, элитный гречка. Спасибо. Короче, FabFilter Pro Q 3. Классный эквалайзер, потому что там сейчас есть динамическая обработка частот. Потом... Это любимый плагин, что ли? Да, потом кашемировский плагин прикольный, очень понравился. Кстати, вчера списали первые $5 за этот плагин. Потом прикольные плагины у Slay Digital. Там есть Mix Rack, внутри которого много всяких приколюшек, таких как компрессоры, эквалайзеры и прочее. Также классные плагины у Universal Audio, особенно компрессор 1.7.6. Тоже очень интересный. Legacy. Legacy, да. Любимый плагин. Nexus. Nexus. Nexus, к сожалению, не пользуюсь, мне кажется. Nexus на самом деле классный, но он усложняется тем, что там надо без конца скачивать эти банки, их устанавливать. Там такой геморрой, ну, мне так кажется, не знаю. Поэтому я Nexus вообще не пользуюсь. А из VST. Но, блин, я на самом деле не различаю VST или это IU, поэтому то, что я перечислил, Вот, это, кстати, это и третий, есть VST. третий. Вот, кстати, FabFilter Pro Q 3. Очень классный. Дай-ка быстренько покажу. Здесь, короче, такая эта приколюха появилась. Например... А чё он не На срабатывает? ревере. А. Короче, смотрите. Например, вам надо вырезать частоту, но если вы ее вырежете, он вырежется везде, то есть на других частотах тоже, то есть на других нотах фортепиано. И чтобы этого не делать, мы выбираем определенную частоту, делаем вниз, и вот здесь есть динамический диапазон. То есть при определенной громкости этой частоты он его обрезает. То есть он его будет обрезать не всегда. И еще очень удобно, что вот здесь сейчас есть такая функция, как он показывает частоты, которые конфликтуют с другими инструментами. Вот, видите, здесь красное, здесь красное. То есть эти частоты конфликтуют с каким-то другим инструментом, на котором висит этот плагин. Короче, на ютубе много Серьёзно? видеообзоров. Чё? Серьёзно? Ты не знал? Ну вот, например, сейчас повесь. Короче, на каждую дорожку, если повесишь Pro Q, здесь второй у тебя висит. Вот на каждый, если повесить, потом там появится, короче, в этих настройках все дорожки. Спасибо за инфу, все понял, не за что. Кашемир отрепостил вашу историю, прибавились ли подписчики? Кашемир, ну, честно сказать, нет. По-моему, даже посещения не выросли, поэтому не знаю. Всё как-то так. Зато башкирский язык чуть-чуть стал популярнее во всем мире. Друзья, не стесняйтесь, пишите вопросы, ответим на любой вопрос, объясним, покажем, пока проект здесь.
бы, знаешь, что сделал еще? На пианинке аккорды бы добавил на каждую ноту, чтобы еще жирнее звучали. Чтоб прям этот звон был. Середина нижняя. Так, вопросов пока нет. Друзья, пишите вопросы. Если не пишите вопросы, по этой ссылке можно кинуться на новый трек. Привет, братцы. О, нас смотрят. Хули вы кутак карапултерах и гейс. Репостите ВКонтакте этот стрим. Пиарьте. Скидывайте деньги. Алла. Подписата. Хули вы Башкор. кутак карапултерах и гейс. Репостите ВКонтакте этот стрим. В Инстаграме. Пиарьте. Скидывайте донат. Люди нет нечего делать, тут сидят. Тенгри лучший. Всем мир. Не знаю. Привет, братцы. Джамалхан, привет. Как твои дела? Надо, кстати, как-нибудь с тобой сделать прямой эфир, чтобы ты показал пару фишек нашим зрителям из 20 человек. Почему Арслан еще не очень популярны его треки? Мне нравится особенно его фичбас. Не знаю, наверное, потому что у нас в Башкирии не особо любят такую музыку. В конце песни Хород вы как-то обработали вокал класса, как сделали такой эффект? Это называется форманта. Ну, во-первых, надо спеть так, как в стиле монатика. Вот, а потом вешается плагин, называется Little Alter Boy. Ну, плагин на самом деле не важен, важен сам эффект. Этот эффект называется формант. Сейчас я напишу, если будете искать. Вот так это пишется. Форманта, как мы ее называем. Это эффект, когда голос становится таким, можно выше сделать. Это то же самое, как pitch, но он именно меняет тембр, что ли, как это объяснить? То есть, если pitch меняет именно, искажает, делает, меняет тональность, а форманта, она именно преобразовывает тембр. Я не знаю, как это объяснить, короче. Но кто слушал песню Хород, поймут, там в конце как раз-таки форманта на вокале. В прошлый раз я, по-моему, показывал форманту, как мы делаем. На данный момент мы пользуемся именно программкой от SoundToys. SoundToys же, да, это компания? Ой, извини. О, круто, брат, я за. Значит, обязательно сделаем. Так, мы собрали уже 280 рублей. Спасибо. Может, там минорный аккорд? Или наоборот мажорный? Не знаю, в чем так. Друзья, пишите вопросы. Давайте о чем-нибудь поболтаем. Охота поболтать, но пока не о чем. Наиль Зайнуллин, а ты откуда сам? Так. У Азамата какой-то новый пост. И там он отметил меня. Тимур Ямалов скачал Ableton, с чего стоит начать? Если ты не торопишься, Тимур, то я, дождусь, пока Арслан добьет вот этот бит. Потом сяду и все тебе подробно покажу. Также это будет полезно всем другим, кто хочет начать работать на Ableton. Сейчас уже можешь смотреть, что куда, как тыкается. Я тебе еще, кстати, могу пару сказать. Пару плагинов. Улыбнись, че такой грустный?
Почему ты не хочешь со мной общаться? Ведь я уже перестала ходить к Руслану Северу. Любимый, напиши мне. Эльвира 20 рублей. Ну ладно, как относишься к образованию в РФ? Ну, нормально отношусь. Как еще относиться? Так что ты. Да. Прикольно. По поводу образования, ну, я не знаю, я учился только в одном университете, и я не могу сейчас говорить о всеобщем образовании. В школе мне нравилось, школа была классной, учителя были классные, директор был классный. Хотя у нас там сначала был директор, потом директриса, потом директор. Вот. Поэтому по поводу образования я вообще ничего не могу сказать. Это не моя отрасль, и я в этом не особо шарю. Самое время спросить, когда в КС. ПСО Томми Шелби. В КС попозже, через часа 2-3. Мы обязательно зайдем и поиграем. Дождусь, реально интересно. Ладно, спасибо, чувак, так это приятно. Так, помнишь, я тебе сделал ремикс на Хород? Честно говоря, не помню. Ну, кто-то делал, но конкретно кто делал, я не помню. Поэтому не серчайте, господа. Так. Давай скинь, мы сейчас послушаем ссылку или что-нибудь сюда прям в чат закинь. И прям сейчас послушаем. Кто это говорит? Чувак. Тын-тык-тын-тык-тык-тын. Вот на каждом прямом эфире у меня глаз начинает чесаться. Так. Короче, вопрос в Инстаграме. Я его озвучу и отвечу здесь. Салам, Рен, объясни мне эту тему со стримом. Это в Ютубе какие... Это, кстати, один из популярных вопросов с моего окружения. Стрим, наверное, понятное дело, в переводе с английского означает прямой эфир. Вот. И да, это в Ютубе. Так, реклама РБ, я чай пить с родителями пошел пока что. Приятного чаепития. Дождусь тоже объяснения Эблтона, ибо давно интересует тема для записи песен. Когда следующий стрим? Надеюсь, следующий стрим будет послезавтра. Можем вообще каждый день делать, но учитывая, сколько людей нас смотрит, смысла нет. Вот. Поэтому мы пока... Кстати, у нас, по-моему, дня 3 не делали. Вот, а следующий стрим будет послезавтра. Завтра мы сделаем рекламу. Просто мы даже не рекламировали это, кроме своего инстаграма, вот. И это надо как-то пообширнее, посерьезнее к этому отнестись. А так мы чисто, грубо говоря, пока делаем просто для себя. Нам самим просто интересно, так как делать особо нечего. И плюс интересно нашим друзьям, знакомым. Так, каждый день было бы... Не, каждый день не получится. Если бы у нас была бы, конечно, большая офигенная аудитория, то тогда да. Кстати, Тимур Ямалов, ты можешь сейчас сразу поставить на скачку программы «Контакт 5».
Вот она сейчас на твоем экране. Контакт-5 называется. Пишется вот как на экране сейчас написано, просто пробел еще 5. Найди эту программу и скачай. Она очень тебе пригодится в будущем. Да, было бы круто, если Арслан сделал бы сольные треки. Так, стримы уже теряют популярность, а многие не знают о его существовании. Это да. А когда Арслан сольные треканы сделает, пишет Радмир. Ты когда сольные треки будешь делать? У него есть один сольный трек. Можно, да, рассказать? У Арслана есть сольный трек про Дрочева. Вот. Его осталось свести, перезаписать вокал и выложить, но мы его отложили, откладываем на лучшие времена. Сейчас я не знаю, если... давай выпустим его. Прям серьезно сесть и сделать. Короче, есть у Арслана один сольный трек. Там куплеты есть, там надо... а зачем? Надо просто... Короче, там куплеты надо дописать, а у нас пока с текстами очень что-то проблем на последнее время. Йоу! Отправь мне ВКонтакте скрин того, что ты скачиваешь. Я тебе скажу, это то или нет. Или просто на WhatsApp с фоткой на WhatsApp отправь. Я тебе скажу, что это. Точнее скажу, это то или не это. Или то или не то. Йоу, сказал Арслан. У тебя что-то там сместилось очень сильно. Видимо, как-то ты неправильно обрезал. Так, Ямалов, ты такой быстрый. Да-да-да, это то самое. Это ты уже скачал или скачиваешь? Это откуда скриншот? Это скриншот с самой программы? Ableton или FL Studio? Ну, кому как, друзья. Мне, например, когда я был школотой, я работал на FL-ке. Потом я это все бросил. Ну, в смысле, я просто баловался, тыкал. Вот. Потом я баловался Cubase. Это тоже в школьные годы было. Мы там записывали вокал. Потом после Cubase был Adobe Audition. Как бы смешно это не звучало. Потом была программа Sony. У Sony была какая-то программа прикольная. Они очень хорошо ее сделали, но потом они этот проект, видимо, закрыли или забросили. Но потом, когда я уже стал более взрослый, когда я более-менее начал шарить, я скачал Ableton, и он мне сразу понравился. Вот, но после Ableton я узнал, что есть такая программа, как Logic. Потом я скачал Logic, и на Logic проработал, но очень долго. Но я постоянно вот эти две программы использовал. Не было такого, чтобы я там Ableton вообще не пользовался. Но какой-то период был, что я Ableton вообще не пользовался. Было такое. Вот. Как я и до этого говорил, в Ableton удобно делать аранжировки. Вот сейчас видите, Арслан как все это быстро делает. В Logic так не получится. Вот. А в Logic удобно писать вокал. Удобно писать вокал на Cubase. А FL и Ableton для вокала это вообще никак не предназначено. Это очень все сложно. Потому что на Logic и на Кубике есть встроенный мелодайн. И то есть вы записали вокал и сразу подправили те нотки, в которых плохо спели или не дотянули. Прикольно. Поэтому это дело вкуса. То есть ты
Это как с едой, как с одеждой. Каждый кушает то, что ему нравится. Каждый носит то, что ему нравится. С программами то же самое. Каждый работает на той программе, на которой ему нравится. В Logic, например, у вас пришло какое-то там, не знаю, вдохновение, там, что-то вас прет, вам охота прям... У вас уже в голове нарисована картина, вам ее надо просто в программу записать. В Ableton вы это сделаете просто за считанные минуты. В Logic или в Кубике вы это будете делать, часа 3, наверное. И пока вы будете делать, вы всю идею забудете и будете психовать. Да, согласен, Дамир, на которой хорошо умеешь работать. Это самое... Вот так мне и надо было ответить. На чем прет, на том и делай. Вот и все. Например, Джамал Хан, это, кто не знает, это тот парень, который написал аранжировку песни «Принцесса». Кто не слышал, это песня Бабекова Мидрзаева, она была в топе около месяца, если не ошибаюсь, на первом месте. Вот, парень, который это сделал, работает на FL Studio. Его зовут Джамал Хан. Поэтому не зависит от программы, по сути, это так, если подумать. Взять, например, Skrillex. Skrillex тоже, он на Ableton работает. Потом кто еще? Мартин Геррикс как раз на FL-ке, да, по-моему? Да. Avicii на FL Studio работал. Какие мониторы? Мониторы Yamaha MSP7, по-моему, если не ошибаюсь. Позже я погуглю, покажу. По поводу мониторов, кстати, то же самое. Ищите те мониторы, которые вам нравятся по звучанию. Потому что в любом случае, если вы будете сводить сами, вы будете этот трек потом слушать в машине, в наушниках, на колонках. Вот, поэтому везде звучание все-таки в каких-то деталях отличается. Вот, поэтому мониторы это тоже не прям самое фразу хочу главное. латинскую найти. В папке Мумбатон, кстати, есть. Вот я? За сколько рублей продюсеры сводят треки? Во-первых, сводят треки не продюсеры. Но не суть. Сводят обычно начиная от 10 тысяч рублей. По-разному. Ахсан не напоминает? Да, напоминает. Так, Type beat. заказал. Так, что заказал? Что заказал? Я там напомнил по поводу ссылки, друзья. У нас уже 300 рублей собрано. Anda pues. Какую звуковуху заказал? Напиши модель. ¡Bájalo! ¡Calentura! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Canta conmigo! ¡Cero! ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo! ¡Caliente! ¡Canta Я conmigo! хочу вот сюда просто вначале поставить. Она слишком длинная. Какую звуковуху? Напиши модель. ¡Canta conmigo! ¡Cero! ¡Conmigo! По-любому Behringer. Если сейчас он напишет, и мы скажем, хорошо это или плохо. Знаешь Иманбека? Нет. Может, знаю, но ¡Conmigo! Это так вот прям не, это который не этот, вспомню. ремикс Розы же есть. Слышал, видел, вроде даже подписан, но лично не знаком. Касаем Ахсан, нашим такое не заходит. Но, судя по количеству прослушиваний, видимо, нет. Не знаю, но Apollo Twin 10 он заказал, прикинь. Кто?
Серьезно? Ты красавчик. Кто заказал? Дамир Шамбаев. Conmigo. Ну, ты, может, его просто не помнишь. Помнишь на столике, чувак, этот... Conmigo. Conmigo. Ты читал? Ну, короче, это он. Conmigo. Conmigo. Прикольно, классно, я тебя поздравляю. Это Conmigo. большой шаг, очень серьезно говорю. Поэтому Conmigo. Я хочу поблагодарить. Conmigo. еще ревер надо накинуть. Там, короче, в комплекте с этой карты будет 10 бесплатных плагинов. Conmigo. Из них 2, вот они реально классные. Остальные так себе. А, Пуйтек там еще 3. Там 3 плагина хороших. А микрофон какой хочешь? Микрофон, кстати... Блин, с микрофоном я бы не торопился бы. А в идеале сходить в магазин, попробовать каждый, но, конечно, в магазине не разрешат так сделать, но это самый лучший вариант. Например, сейчас у меня Neumann, и я уже понимаю, что все-таки он не подходит под мой тембр. Поэтому сейчас вот я у всех, у знакомых записываю вокал на разных микрофонах и слушаю, как все звучит. Либо в этот как-то научиться петь по-другому. Бит классный. Кому нужен бит, пишите, договоримся. Или у нас сегодня эти правила действуют? Да. Короче, друзья. Сейчас, секунду. Этот пока не включай. У нас, кто не знает, есть такое правило, если у нас набирается 3000 рублей, вот здесь, видите, пацанам на новый трек. Если набирается 3000 рублей, то этот трек мы выкладываем в общий доступ. Вот, но если вы хотите забрать этот трек, то разово, если кидаете 3000, то вы забираете этот бит со всеми правами, со всеми вытекающими обстоятельствами. Просто имейте в виду. Да. А я напоминаю, ссылочка, вот она в чате. Ради, кстати, недавно купил себе Союз. Только точного модель не помню. Вот, я на него тоже... Кстати, «Медленно жизнь идет» трек писали на Союз. Но Союз, да, этот нормально стоит. Прям нормально. На Союз денег нет? Или про что ты? Тум-та-тум-тум-тум. Так. Меня кто-то в сторисе отметил. А, нет, уже удалено. Подскажите классные паки. Я могу подсказать самый ходовой. Чисто ночь. Я могу подсказать самый стандартный пак. Там популярный пак, который сейчас вообще у всех битмарей. Бабушка. Conmigo. Чисто на чай. Спасибо, бабушка. Нет, я не успел посмотреть. Но меня там упоминали. Видимо, там про меня тоже что-то было. О, Азамата. Короче, Кашемир.
Я не знаю, там на экране видно будет, нет у вас? Вот кашемир вот этот. Вот Так. этот кашемир. Сейчас, подожди, я сделаю. Если у вас хороший интернет, сделайте 1080. Мига. И все, у меня эфир тормознул. Ну все, если у тебя есть кашемир и VEDH, это Vengeance имеешь в виду или что? Отметка удалилась почему-то. Где там и тебя, и Башстайл упоминали. А как упоминали, что там интересного было? Прикинь, у меня 1080 не воспроизводится. Салам, битмейкеры. Данис Official Music. Салам. Артур Сабитов только что подписался. Круто. Conmigo. Ну, Vengeance уже я им года 2, наверное, не пользовался. Поэтому... Короче, вот я показываю. Пример. Короче, Третий я. Vengeance лучше удали. Там... Ну, хотя оставь, вдруг пригодится. Я еще использую сплайсовские всякие. В основном вот это. Фабиан Мазур. И еще есть Cymatics. Ну, это еще давнишние остались. Сейчас есть поновее Cymatics. Оттуда я только вроде вот это использую. Этот. Я уже давно не трогал. Вот этот последний раз вроде пользовался им. И все. Ну и эти пресеты у Cymatics прикольные. А вот, кстати, комплект Доктора Дре у меня есть. Старинный вообще. Всякие приколюхи тоже остались. Ильяс, привет, кореша, привет. Я сколько пытаюсь писать биты, получается каша, просто ужас. Сейчас один прикол покажу. Давай, Дамир, Да. пришли послушать. Мы послушаем щас и пришлю. скажем, что не так. И над чем можно поработать. И над чем стоит поработать. О, радостные новости из Беларуси, друзья. Как раз сегодня это обсуждали. Привет, радостные новости. У меня есть спецпропуск на студию, так что сегодня-завтра пришлю трек. Тут звуки GTA есть, Нет, кстати. давай не стесняйся, Дамир, не боись. Обсирать не будем, просто тебе же это полезно будет. Ладно. Я отмечу, что это было. Бля, вот это прикольно будет поставить. Так, Башстайл нас отметил, что-то. Не люблю такие челленджи. Особенно башкирские, когда... А вот же есть что-то. А он точно удалил? Просто у меня воспроизводится. Бәрінен дейді. Нормально. Коронавирус менен Наиль Баштайлдын арасында нинде айырма бар? Екеуі больной. Екеуі заразный. Почти. Менде бір досым өз қасында Карибтен фанаты. Conmigo. Білем мені Жапонның балалары көп бола. Сөңкі оның ұзын ұзақ тұраса. Алмаз же не удалил. Ой, Азамат же не удалил. До сих пор доступно. Наиль, посмотри, зайди. Так. Я сколько пытаюсь писать, буду так. Нет, Беларусь тема. Комп на студии. Я пытаюсь на телефоне писать.
и записывался в Octave Records Уфа, как тебе его студия. По поводу Octave Records, если вы помните песню Хуанам, как раз таки песню Хуанам я писал на Octave Records. Хорошая студия, Радик тоже хороший, шаристый. Вообще, это единственная студия, на которой я записывался в Уфе, честно говоря. Данис, Official Music, мой бит, зацените, ребята. Конечно, заценим, присылай в чат или ВКонтакт, мы послушаем. Может, и я отправлю трек, месяц назад записали за один день, я продюсировал, тебе решать. Давайте скидывайте ВКонтакте, либо сюда в чат ссылку отправляйте, мы послушаем. И сразу скажем, что к чему, над чем стоит поработать. Амиго, надо опять. Короче, кидайте, ребята, треки, послушаем. Мне очень интересно послушать. Conmigo. Вот все, блядь. Да. Так вот меня слышно, надеюсь. Короче, давай присылай трек. Мы его слуханем. О, один трек уже прислали. Пам-пам-пам-пара-па-пам. Так. Короче, я только сразу предупреждаю, я послушаю и буду говорить честно. Если мне не понравится, я скажу, что мне не понравится, потому что они в прямом эфире обсуждали как раз эту тему. Некоторые люди очень сильно на меня обижаются, когда я им говорю, как есть. Тебя я уведу, глазами подморгну, закатом солнца накрою как могу, на дно не потащу, а если будет так, то в этом судьбы движутся в никуда. Тебя я уведу, глазами подморгну, закатом солнца накрою как могу, на дно не потащу, а если будет так, то в этом судьбы движутся в никуда. Так, короче, полностью слушать, наверное, не будем. По поводу Нурминского, да, есть немножко похоже на Нурминского. По поводу сведения. Бас есть, а бочки почти не слышно. Когда сводишь... Короче, сейчас попробую объяснить. У тебя бас только здесь играет, вот, а надо, чтобы еще бочка была. Это, короче, просто надо свести бочку с басом хорошенько. Если это твой, ну, если вы аранжировку сами делали, вот. А по остальному, сейчас. Зачем, почему и как? Тебя я уведу, глазами подморгну. Короче, аранжировка плохо сведена, очень плохо. Инструменты теряются. Бас есть, бочки не слышно. Пианинка нормально звучит. А вокал. Так, что он не играет? Подморгну, закатом солнца накрою как могу, на дно не потащу. Но слышно, что есть второй голос, и это прикольно. Ну, то есть не тупо один вокал идет, а есть дублированная дорожка, запитченная, по-моему. Короче, пока так.
А вот здесь бочка уже прикольная. Еще пару минут я снова гляжу на зеленый мир. Ты самая лучшая, знаешь, что нет ничего чуднее, чем ты. Вокал как будто писали на микрофон Genius старый. И палки же есть офисные. Это не кино, не дом, а место, где движешь. Мы летим туда, где долго искать. А сейчас нам нужно Бэки есть, это уже радует. Ну, то есть мышление уже в правильном направлении. значимый кайф для всех замен. Движется этот май, одно касание твоих губ. Снэр, короче, очень тихий. Или клэп. Я не могу разобрать, что за звук. Скажет, что нам следует больше узнать. Летние кроссы, Ну, вокал, короче, сведен плоховато. ветер на поле с огнем. Лучше знаешь, что еще пару минут я снова гляжу на зеленый мир. Ты самая лучшая, знаешь, что нет ничего чуднее, чем ты. Это не кино, не дом, а место, где двигались мы. Альбомы, фотки, воспоминания, вот это наша первая нить. Мы летим, полетим туда, где ждет только глушь. Мы летим туда, где долго искать. А сейчас нам нужен лишь один значимый кайф для всех замен. Движется кроссы, пропитаны болью с огнем. Короче, что-то есть. Что-то есть. Не стоит останавливаться. Так, это фосфор брал. Короче, мне кажется, это надо продолжать делать. Надо делать больше. Просто много надо делать. Короче, первый под Нурминского сделан, а вот этот как будто, не знаю. Своеобразно вторая. Вот эта вторая более своеобразная. Что-то необычное. Интересная. Просто Но- если бы у этого было бы еще хорошее качество, то уже прикольнее было бы намного. Я бы над читкой поработал бы еще. Так, это мой ремикс. Так, а где? Ты что-то мне, короче, не то отправил. Так, пока Дамира послушаю. Cock that motherfucker back, Kiwi. Әйдә бейем, әйдә бейем минең менән, әйдә бейем бер генә, әйдә бейем минең менән, әйдә бейем бер генә. Бүген һине генә карап тордым, бүген һине генә хайланым, һинең матур. Короче, тоже сведение. Друзья, чуваки, короче, на ютубе много видеоуроков по сведению. Поэтому смотрите, изучайте. Вам это действительно интересно, делайте. Вот, 3 трека послушали, у всех 3 треков со сведением, короче, проблемы. Над ритмикой поработать надо. И над читкой, да. Подача пока слабая и нет. Ты еще не попадаешь. Да, и в бит еще не. Так, Наиль нам заново отправил. Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga. Hey. Serás tu pantera negra. Look at you, serás conmigo alegre. Llevaré a la jungla. Jungla, la 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 la. Vamos a jugar. Я думаю, дослушать смысла нет. Прикольно, звучит классно. Мне нравится. Интересно. Вот здесь сведение прикольное. Тёплая песня. Короче, вот то, что последнее слушали по сведению, прикольно. Здесь все слышно. Вот послушайте еще раз.
Слышно и бочку, и бас, и клэп, и там, я не знаю, клэп это или снайр. Короче, все слышно, все прослушивание. Все прослушивается, мне 16. Вот. Ну, ты молодец. Честно, ну, честно сказать, молодец. Я почему-то постоянно на колонку смотрю, когда говорю. Вот. Предыдущие треки, там именно сведение страдает. То есть, иногда есть треки, которые по сути, не прикольные, но если их свести, они хотя бы, ну, для прослушивания приятные. Вот, поэтому работайте над сведением. Понимаю, что там, ну, там опыта мало, там или что, и денег нет отдавать на сведение кому-то. Поэтому учитесь, это очень интересно. Если вам действительно нравится, то занимайтесь, короче. На ютубе достаточно видеоуроков. Вот то, что я сейчас умею делать, это все с ютуба. Все там, оттуда все смотрел, оттуда все перенял. Ну да, что-то там Радик помогал. Да, ну где-то я ее уже слышал. Но это ремикс, как я понял. Я скину сведенные треки. Давай. Так, со стрима минус снимай, просто оценить трек со сведением. Знаешь, не все потеряно, брат. Над головой флаг вперед до талого. Порой голос внутри сулит, там не врать, не лгать и не воровать. Куда ветер нас унесет, неважно, мы там видели все. Здесь каждый третий пасет, а мы вращаемся тут как колесо. Судьба нам точат ножи, просто слушай то, что внутри, закрой глаза. Представь, как могли бы мы теперь жить. Ведь можно тратить время, о славе бредить. Бабки на ветер, мой старый телек на моей улице. В тебя верят, мы всегда в теме, хоть не лезем в телек. Мы через терник к звездам, включаем турборежим. Раньше играли в подростков, а теперь играем больших. Ищем музу в подъездах, как когда-то шли в гараже. Для вас рэп это рост. Вокал хорошо сидит, прослушивается. Прикольно, мне нравится. Мне тоже нравится. Но я бы вокал бы чуть-чуть громче сделал. Это уже моя болезнь. Так, Арсен Рахимов. Давай, бит мой. Привет, у меня плохо получается писать песни про деньги, поэтому... Нет проблем, есть доля в банке. У меня дела, как видишь, все в порядке. Нет проблем, есть доля в банке. У меня дела, как видишь, все в порядке. Нет проблем, есть доля в банке. У меня дела, как видишь, все в порядке. Нет проблем, есть доля в банке. Здесь тоже все прикольно звучит. Бит прикольный, но стиль уже, мне кажется, староватый. Но в плане сидения все классно, мне нравится. Taşılan gitkenге Gafut meni başka taşlamam Meni yine yaratan Gafut meni başka taşlamam Meni yine yaratan Irtehliğime Baribir minge baribir Me bulak seni bitirgenge Детки. Вот здесь уже хорошо звучит. И бочка. Сейчас. Я барибир, меня барибир Тягу бла-бла-бла-бла Детки, меня барибир. Короче, из всех треков, Дамир, которые ты присылал, вот здесь самая лучшая бочка и вообще, в принципе, аранжировка. А первая Хаваларга, вокал вот почти хорошо звучит. Но над ним еще надо поработать, подшлифовать прям, чтобы звучало. Просто, когда сводите трек, я сейчас дам один совет, который мне когда-то дали, но я его не послушался. И сейчас я об этом жалею. Я этот совет даю сейчас вам. Всегда работайте с треками, с референсами, короче. Есть такой плагин. Озон 9 называется. Обязательно скачайте. Вот после этого эфира зайдите на свой любимый сайт, где вы скачиваете программы. Скачайте Изотоп 9. Вот. А здесь есть вот эта кнопочка. Референс называется.
Сюда загружайте референс. Заранее скачивайте с контакта какой-либо трек. Так, ну для прикола вот этот. Короче, давайте я открою другой проект и этот сейчас. Просто я так подумал, какой мы можем дать совет, чтобы человек начал хорошо сводить. И я придумал какой-то совет. Кто не знает, что такое референс, референс это похожий трек. То есть, когда музыканты делают какие-то, ну, сводят какие-либо треки, у них всегда есть референс. Особенно это есть у профессионалов, короче. То есть все профи, с которыми я работал, когда даешь трек на сведение, они всегда говорят, скинь трек референс. То есть как референс это похожий трек, то есть как ты хочешь, чтобы трек примерно звучал. Вот на днях мы делали Тимуру Ямалову трек. Я сейчас включу только минусовку, вокал позже покажу. Когда вы будете сводить вслепую, без референса, без примера, то у вас будет каша. То есть вот то, что сейчас мы слушали, скорее всего, это из-за того, что у людей не было референса. Вот скачайте Озон 9, обязательно скачайте. И вот здесь есть вкладка референс. Нажимаете. Вот я уже скачал, здесь трек Тифеста, я не знаю, почему этот трек, ну Арслан показывал. Вот. И вот здесь есть кнопка «Включить референс». Видите, А и Б есть. Вот. Тянешь лыбу как слон, тянешь лыбу как слон, все скелеты в шкафу. И вот, слушаем свой трек и слушаем референс. Здесь есть вот эта кнопка, она как раз переключает с референса на ваш трек. И просто слушайте, как звучит этот трек и как звучит ваш трек. И анализируйте. Если в вашем треке бочка тише, чем в референсе, значит вам надо прибавить бочку. Если у вас нет пинка, как в референсе, значит вам надо добавить пинок или поменять вообще бочку. А если там вокал, например, звучит не так, как, то значит вам надо работать над вокалом. Вот сейчас мы послушаем наш трек и референс. Тряпка скинул на пол. Взял на пункт, тянет твой кошелек, после катит на вдох. Тянешь лыбу как слон, все скелеты. По мне одинаково звучит. Нет. Донат. Прилетел донат наконец-то. Вот, я сейчас чат почитаю, ребят, подождите секунду. Вот, скачайте Озон и по референсу сводите треки. Если вы не знаете, как сводить бочку с басом, набирайте в ютубе сведение бочки и баса. Там дохерища видеоуроков, как это делать. Просто не надо лениться. Все в ваших руках, короче. Вот я сейчас включу с вокалом. Просто чтобы вы имели в виду, этот вокал был записан на диктофон. Ananı metşa feriştemi karmı Buldun yala qadirlikte hin kurganın bar mı Karmın hazır tek dostlar mı Dünün dukan kanıtlar ol tağı yıldızlar mı Uçmaktan qassaqa garda bizi tabırzar mı Ayğa qarağan gözlerde tamam yabırdar mı Karmın hazır tek dostlar mı Dünün dukan kanıtlar ol tağı yıldızlar mı Вот типа такого мы готовим трек для Тимура Ямалова. Меня вообще слышно? Можно оценку канала? К сожалению, канала нет. Друзья, давайте только треки. Мы пишем треки. Я не блогер, чтобы оценивать каналы. Вот. Изотоп обязательно к скачиванию. Прям, не знаю, если есть деньги, то купите. Купите, это будет еще лучше. Вообще не слышно меня? Может мне гид вообще убрать с канала? Хотя я его убирал. Так, фильтры. Так, еще давайте я громкость микрофона все-таки прибавлю. Нет, что там? Где это? А, живое типа? Вот теперь должно быть слышно прям хорошо. Аж клипует, по-моему.
Вот, изотоп, референс — это главный ключ к хорошему сведению и мастерингу. Обязательно скачайте, это вам очень сильно поможет. Вот. Ну, самое главное в треке это бас и бочка, и остальное все наслаивается. Хэты всегда должны прослушиваться, клэпы тоже. Вот. Пока так. Что еще? Какие-нибудь еще вопросы будут, чуваки? Так, да не скинул. Давай послушаем. Короче, в первом... Сейчас. А звуки, мне кажется, староватые. Вот эти... Звук лида староватый. Потом... Короче, все звуки староватые. И у бочки нету вот этого вот бух. Пинок есть у бочки, а этого нету. Саба, да. Ну, может, это так задумано, тоже не угадаешь. А второй трек прикольный. Вот там бочка, кстати, вот классная. Она прям у него есть вот эта вот жилка. Вот здесь бочка прикольная, она прям круглая, приятная, мягкая. И пинок есть. Но бас очень сильно выпирает, и там еще бас надо по частотам почистить. То есть и трек изначально под референс сделать. Получается, что да. Но смотри, когда ты пишешь какую-либо песню, сейчас время такое, что сейчас песни есть во всех стилях, во всех, как сказать, вариантах, во всех гармониях, все возможные варианты, версии. Короче, песен дохера сейчас в наше время. И когда ты пишешь песню новую, один фиг ты примерно можешь найти похожую песню, которая вот, ну, примерно в таком стиле, примерно в таком же звучании. Если изначально трек будешь под референс делать, именно в плане звучания, не в плане аккордов или слов, или стиля пения, а именно в плане звучания, то да, лучше изначально делать под референс. То есть вот этот проект, который сейчас делаем мы с Тимуром, изначально, когда Арс начал собирать проект, мы сразу взяли референсом вот этот трек Ти-Феста. Ну, мы не стали там какой-то западный трек использовать, потому что сейчас у нас русские тоже классно сводят. И тем более этот трек тоже популярный у Ти-Феста. Поэтому мы сразу взяли этот трек под референс. Сейчас любой мой проект, если открыть, там есть референс. Когда я был помоложе, я вообще по референсам не работал. Я всегда думал, что это для дебилов, короче. Ну, типа, зачем мне референс, если я, типа, сам автор, я сам знаю, как мой трек должен звучать. Но, как видите, я ошибался. Поэтому это очень хороший совет, на самом деле, друзья. Этим советом я в свое время пренебрег. И потерял, возможно, даже пару лет, чтобы понять что-то в сведении. Ну и сводить намного легче. Ты уже знаешь, как должно звучать. По поводу Маршмелло у нас есть один трек в стиле Маршмелло. Сейчас я... Так, блин, у нас тут такие... Не обращайте внимания на название файлов, ладно? У нас там перемат иногда бывает. У нас есть трек, который я выкладывал на моем телеграм-канале.
по-моему, этот. Он его не воспроизведет, да? Что такое? Почему? Почему? Он не воспроизводит там. Почему всегда воспроизводил? Так, ладно. Дай посмотрим, показать содержащую папку. Можно же. Нет, нельзя. Она в демках лежит. Маршмеллоу, кстати, вообще пропал. По поводу советов, друзья, опять-таки я могу ошибаться, и я тоже не профессионал, это чисто мое мнение, поэтому если кому-то что-то сказал грубовато, не обижайтесь. Я это все говорил из лучших побуждений. Так. У нас был трек Хованам, новая версия, которую мы так и не выпустили и, скорее всего, не выпустим. По-моему, вот это. Короче, типа такая демка есть. Офигеть, классно же для концертов, для разъеба. Но мы ее как раз таки на концертах и поем. Ну не знаю, выкладывать, не выкладывать. Просто я думал туда вообще новый текст накатать. Но пока что-то до этого вообще руки не доходят. Пока много других проектов. Так, мне этот. Вот этот трек в стиле Маршмеллоу. Там, кстати, тоже в проекте, если проект открыть, там будет референс именно маршмелловский трек. Какой точно не помню. Но там есть. Вот. Если еще есть вопросы, пишите. Ты же профессионал. Да, не сказать. Возможно ли оценка текста? Ну, друзья, это, мне кажется, будет долго читать, сидеть, вникать. Людям это, короче, не слишком будет интересно. Когда концерт? Ты задаешь вопрос во время самоизоляции, во время карантина. Завтра. Концерт будет в октябре, в ноябре, может даже в декабре, может даже в день моего рождения. Вот, Озон обязательно к скачиванию. Скачайте, он очень удобный. Вот, потом скачайте FabFilter Pro Q. Это тоже обязательно. Вот так он выглядит. Именно третий, потому что в третьем много фишек. Вот. И плюс смотрите видеоуроки по этим плагинам, чтобы знать подробно, что там можно делать. А где в Уфе лучше записываться? Октава? Ну, я думаю, да, лучше Октава. Будут ли треки по типу трэпа и регги? Трэпчик мы делали вроде. Это не трэпчик? Сай? Да, ну стиль музыки, нет? Нет. А что, вообще ничего не делали такого? Там В же смысле бит такой, выпустить, нет? чтобы? Да. Это не трэпчик. Не Сенсей Озон. Озон 9. Серумом, да, пользуемся. Да здесь, по-моему, серум где-то. Серум висит. мой любимый плагин. Ну, среди синтов. Да, поэтому мы его купили. Арслан на серуме просто кайфует. А, кстати, здесь скин новый есть, видел? Я новый скин скачал. Не скачал, он был. В смысле есть? Я его всегда ставлю, но он нифига почему-то себе. слетает. Он, Короче, получается, тоже есть тогда? Наверное. Короче, серум у нас есть. Так он выглядит. Мне этот скин не нравится. Вот у Джамалхана такой скин был, я думал, серум новый вышел. Я такой, нифига себе, какой серум. У меня тоже любимый серум. Так, потом есть еще один трек, оценка треков актуальна или уже не оценишь?
Давай скидывай, послушаем. Озон 9, он недавно вышел. Я их скачивать уже не успеваю. Недавно только 8 скачал, а оказывается уже 9 вышел. Вот тоже 9 скачал. Озон 9, он очень классный. Именно в плане вот референса и прочего. Ух ты. Почему он мне демо выдает? А, он Да. VST-шный. Сейчас, подожди. Где он? Вот это должен быть зареганным. Поэтому я VST-шки не устанавливаю, они вообще не качественные. Почему Ableton, а не FL Studio? На тот момент, когда я начинал, на Макинтошах FL-ки не было. Поэтому я начал заниматься именно на Ableton, а не на FL-ке. А так я в детстве именно FL-кой и баловался, кстати. Но так сложилось, что все. Так, don't save же, да? Ничего же не меняли. Так, что там? Давай. Но тут опять сведение страдает. Даже вот этот звук можно добавить ревера и почистить. Завожу малышку, эй, слышу звук мотора. Глуши прет меня на бит, мне нужен аэробит. Я хочу Макларен, эй, только Мерседес. Девочка Монолиз, девочка Монолиз. Эй, эй, девочка Монолиз. Эй, эй. Короче, честно скажу, простоватый бит, бочка с басом более-менее. Вокал надо еще жестче сводить. Короче, больше слушайте западную музыку. Обращайте внимание, как звучит вокал, как звучит ревер. Короче, важен постоянный анализ всех треков, которые вы слушаете. Я вернулся. К нам вернулся Наиль. Сколько сейчас время? Сколько? 12 часов ночи. Офигеть. Пол первого. Наиль, верни бабки. Такой ссылку отправил, да? Так, Тимур Ямалов, ты здесь? Как тебе рэпер Logic? Я не знаю таких рэперов. Хороший рэпер. Что за Logic? Есть же быстрый, который мы слушаем постоянно. Не знаю. Не слышал такого, не помню. Тимур Ямалов, ответь. Да, тут. Короче, смотри. Ты открыл. Сейчас, кстати, инфа для всех, кто вообще не шарит Ableton и кто хочет научиться. Так, познакомься с интерфейсом. Ты открываешь, всегда вот здесь будет вот новый live set. Типа сет, но это не сет и не live. И западный The Weeknd, слушайте, он топ. Что-то не помню такого. Вот. Так, с дорожек, наверное. Короче, вот здесь темп проекта. Вот здесь. Можно, не знаю, 140, можно 70, можно 90. Зависит от песни. Но в твоем случае, наверное, где-то 90. Сколько обычно медленные песни? 75. 75 пускай будет. Вот, 75. Тебе еще... у него и звука уже еще нет. Вот здесь... Как это сделать? Splice Sounds. Короче, тебе надо скачать Кашемира. Сейчас я название пока скину. Это ты L1 еще цитируешь? L1 цитируешь. Так. Вот название. Тимур, нафиг ты онлайн делаешь, в коем случае приятель, кто-то постригся. Да, я постригся.
А Splice Sounds, Почему Sounds of Photoshop Kashmir, здесь гаечный ключ стоит? потому что Айрат его админом сделал, не знаю зачем. Айрат убери Photoshop админом. Вот. Вот этот sample пак скачай, тебе этого хватит достаточно. Volume 3, именно Volume На 3 3. месяца хватит. На 3 месяца хватит. Вот, начинается все с чего? Вот аудио. Аудиодорожка, сюда можно кидать сэмплы. То есть, например, ты открыл Кашемир. Здесь под папки. В любом сэмпл-паке они делятся на drums loops, fills. Fills это переходы, FX элементы это элементы, живые инструменты, song starters это... нифига, ну это типа интрухи. Тут синты, бас, синт, но это тебе не пригодится. Здесь вокалы, здесь звуки типа мира, ну там этномузыка, ну этнические звуки много. Но тебе надо будет, скорее всего, биты делать для чего-то. Например, берешь бочку. С чего ты рисуешь табит? Ну вот это прикольно, например, да? Вот, Вообще я мало надо рэпчик делать. Кидаешь сюда, короче. Вообще выделяешь вот этот квадрат. Вот эта фигня, это ты выбираешь зону, которая будет, ну, типа рабочий. Вот здесь есть кружочек. Вот это он все залупил, короче. Циклирует, да, залупил. В Agents нет. Это старый. Мы им уже не пользуемся, честно говоря. Нет, можешь пользоваться, там есть нормальный звук. Ну да, если будешь Drum and Bass писать. Причем Drum and Bass? У меня есть короче, бабочка, вот это все она старенькая тоже, но там есть годные звуки. Я это тоже использую. Там есть хоруты, кстати. Здесь в папке Snare выбираешь Snare. Ну, это, допустим. Треки хорут, есть звуки из Vengeance, но это... Еще брат скажи, чтобы он кинул, блядь, донат нафиг. Вот, так вот кидаешь. Здесь дорожка бочки, здесь дорожка снейра. Ну, примерно бит нарисовал. Ну, долго, конечно, бля, вообще очень долго. Пускай 84. Не, пускай 90 будет. Старенький олдскульный бит сделаем. Вот, потом это выделяешь, нажимаешь Ctrl-D. И все, вот у тебя уже квадраты с битами. Если у тебя стандартный, то смотри. Если MIDI, это значит MIDI. MIDI имеется в виду, что... короче, в аудио кидаются звуки, непосредственно аудиофайлы. То есть это вот эти сэмплы, звуки WAV форматные, там MP3 формат, любой аудиофайл вот кидается на эти две дорожки. А MIDI это предназначено для виртуальных инструментов. Например, я тебе сказал скачать контакт. Когда ты скачаешь контакт, как раз таки контакт кидается на MIDI дорожку. Берешь вот этот контакт, кидаешь вот так вот. Можешь просто 2 раза нажать, он закинется. Смотри, правой кнопкой нажимаешь, здесь аудиотрек и MIDI трек. Это если у тебя вообще пустой интерфейс, когда ты открываешь. Вот, получается, правую кнопку и аудио добавляешь, если тебе надо аудио, то есть если ты бит будешь собирать. Если тебе надо контакт использовать, то MIDI втыкаешь, insert MIDI. И вот на MIDI дорожку мы закинули контакт. Вот, зачем я тебе сказал про контакт. Здесь много разных инструментов. Там будет Factory Library, это стандартная библиотека, но это полная херня. Ну, они тебе не пригодятся. Просто тебе, чтобы каждый раз гитару не записывать, можно просто скачать вот эту программку. Мы, кстати, ей постоянно пользуемся. Так, Ямалов мне что-то пишет. Ща, подожди. Нажми Tab. Тап Тимур, нажми. просто Tab нажми. Вот здесь в углу есть. Вот на мышку. А можно вот сюда в угол нажать. Это просто на Ableton 2 режима. Я тоже первый раз, когда открыл, охерел. Типа, что за херня, почему такой экран? Вот здесь переключается этот режим. Так, у тебя там какие дорожки есть? Изи пишет. Вот, у тебя тоже там 4 дорожки. Вот. И все. Вот, то есть
на аудио мы кидаем биты, короче. И самое главное, не забывай, когда вот это вот мы сами недавно только узнали, это сколько лет мы работали на Ableton, это просто жесть. Когда ты кидаешь на Ableton бочку, вот это запомни сразу. Вот я Ее ещё раз можно говорю, убрать, кстати. На Илью ее убрал как-то. я не знаю, как это убирается, но он автоматически вот здесь подрезает. Зачем он это делает, я вообще не понимаю. То есть у бочки этот Пинок пропадает. пинок пропадает. Это вообще печальная вещь. И вот здесь есть примочка, язычок, и вот так вот оттягиваешь, короче. И все. В каждом звуке он вот так вот сглаживает. Я не знаю, как это выключается. Какой BPM? BPM 92. Вот, мы собрали примерный бит. Ну, там дальше хэты. Хэты, конечно, есть закрытые, открытые сейчас. Это просто, ну, я примерно понимаю тебя, Ableton, зачем. Скорее всего, какие-то демки собирать чисто для себя там, или, может, гитару пописать. Про запись гитары тоже, кстати, сейчас покажу. Так, это мы хэты тоже стандартно рисуем. Ага. Нарисовал, бля. Вот так делаем. Давай потом так сделаю. Ну, примерно так. Вот, переходим к контакту. В контакте есть вот такая гитара. Ее тоже докачать надо будет для контакта. Она называется Stramit Acoustic 2, что ли. Я тебе, короче, потом название скину. Ample гитар. Что-то знакомое, но не помню. По-моему, когда-то юзал. Вот, чем прикольна эта гитара. Здесь надо будет создать MIDI дорожку. Выделяешь, зажимаешь Shift, Alt и M. Вот, у нас создастся такая MIDI партия. MIDI, ну, короче, я не знаю, как это фигня называется. Вот. И все. Вот это, кстати, переключение на то, чтобы слышно было, что вы нажимаете. Если она не горит, то вы не будете слышать. А если нажмете, то слышно. И вот, чем мне нравится эта гитара. Ну, вы уже, наверное, поняли, да? Имитация настоящей гитары, причем очень хорошая имитация. Так, давай Е, С, Д и Соль. И. А, нет. Сейчас сделаю погромче. Донат. Арслан, побольше кушай. Похудел. Ну и кто же скинул? Ильшат Агаин. 100 рублей. Спасибо, Это Ильшат Агаин. мой брат. Это мой брат! Такой, да. Какой я похудел, я вообще потолстел. Так, гитару надо обрезать. Вот, Тимур, вот эта гитара, если ты будешь дома делать демки, вот это все, то, что я показал, для тебя будет идеально. Тебе не надо будет писать гитару 500 раз, ты просто накинул бит, накинул аккорды и все, короче, и у тебя готовый бит и готовый аккомпанемент. Вот, если нужен минор, я сейчас, видите, просто по одной нотке поставил. Если вам нужен будет минор или мажор, то это уже... Сейчас. Так, а здесь меняется, интересно?
Да, в зависимости от аккорда, короче, он делает его либо минорным, либо мажорным. То есть, если тебе нужен будет минорный аккорд, то ты делаешь минорный аккорд. А если нужен мажорный аккорд, то делаешь мажорный. Но он стандартно, по-моему, сразу минор делает. Да. Уиштар. Вот, в принципе, все. Но Аноним 80 РНТ Умуштар Рахмат. Так, что еще? Тимур, давай-ка спроси что-нибудь. По-любому тебе что-то было непонятно. Рена, делай вебку поменьше. Почему? А, ну сейчас какая-то тупая шутка будет, типа, твою рожу страшно смотреть, слишком большая или еще что-нибудь. О, ты хоть полезные вещи там пишешь, Альберт. Пока все понятно. Так, теперь напиши, какие цели тебя интересуют, что надо делать. Если запись гитары, то тебе нужна будет еще звуковая карта. Нет, нет. Не, если надо поменьше, могу сделать. Как вебку ты поменьше сделаешь? А? Не вебку, а вот это он имеет в виду. Так вот, оп. Все, сейчас меньше станет. Ладно, ладно, сделал чуть поменьше. Не могу сделать VFL разгон питчем, не знаете случайно? Так. А. Так, вот все, что ты написал, для этого и нужно. Остальное, я думаю, разберу. В Ютубе. Все понял. Так. По поводу FL-ки, я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, там везде одинаково, то есть прописываешь автоматизацию и все. А ты FL-ку открыл? Да. Так, новая версия пишет, вышла. Вот тут у меня мозг сейчас сломается, честно говоря. Разгон не знаю. Там автоматизацию как-то может прописывать. Не, ребят, FL это прям это прям не мое. Это я вот знаю вот здесь звуки, как в этом, как на Ableton. А остальное прям, ну прям не мое. Вот я вот сейчас окно закрыл, я не знаю, как его открыть уже. А, во, нифига. А вот этот получается, вот это дороги ты открываешь. Это Нет, дороги, да. Нет, нет. Микшер вон там есть еще. Вот это? Да, да. Ну, микшер, да, понятно. Я еще не Я понимаю, вот не вот понимаю, здесь. зачем они как-то на канал как-то его... Да, вот это, как это делается. Блин, как он делал? Короче, какая-то херня есть, он прям нитку вот так выдергивает и туда перетаскивает, сюда подсоединяет. Я такой, что, бля? А во! Вот это вообще дико для меня. Ты как это вообще? Опять смотри, а как это? Почему? Как так получилось? А, нифига, смотри. Подожди, а почему? А как это прекратить? Короче, давай закроем. Ну. Ну, вот все мои знания в FL Studio. Загугли, как сделать автоматизацию, там легко же. Извращение. Короче, как-то так. Ну что, наверное, на сегодня хватит. Открой бит, послушаем после. Давай. Послушаем Мы, бит. походу, себе оставляем. Этот бит, да, мы себе. Мы уже второй бит себе оставляем, пацаны. Так, латина. Платина. Че он? А, еще не открылся. Прикинь, проект сейчас пустой будет. Вообще прикольно будет. Вы сказали, покажете проект Хород. А, точно. Сейчас вот этот проект послушаем. И напоследок покажем проект Хород. Вы же сняли про этот.
такой проект. Так. Крот у нас может зависнуть, ребята, поэтому имейте в виду, там проект очень тяжелый. Его бы еще найти, а вот... Карат. Так, какой же карат там был? Карат вокал. А что еще было? Так, давайте сначала этот посмотрим. Радмир Исмагилов, привет. Как раз проект Хород сейчас откроем. Хотож, давай потом. У нас из-за ОБС-ки может все вообще нахрен зависнуть. Так, это, по-моему... Это что, каймак? Нет. Это что, каймак? Нет, это не каймак, нет. Короче, смотрите, ребят, у нас два проекта. В одном проекте только вокал, в другом проекте... Это же Катош. ПЛЗ сколько можно ждать? Да, так. А теперь есть звук? Все. Короче, друзья, проект Хород не получится открыть, потому что, как сами сейчас слышали, у нас все виснет, все зависает. Поэтому давайте я аранжировку все-таки попробую открыть, но не обещаю. Надо просто все в авто перевести там. Думаешь? Да. Ну, попозже. Вообще, прокурор Арслан с Иделем сняли видео для Ютуба, где они рассказывают, как они писали этот бит. Где Арслан рассказывает, как писался этот бит. Поэтому, мне кажется, когда демонтируют, это можно будет посмотреть. Но в проекте сейчас попробую открыть. Сразу предупреждаю, звук может пропасть. Ну, то есть микрофон может пропасть. Так. Так, Коротнони РБ. 30 сентября. Трек же не в сентябре вышел, да? Ну да, я попробую открыть. Сейчас голос может пропасть. Привет всем, привет, про Noob Game. Так, надо зажать пальчики. Жестами будешь показывать. Так, как слышно? Меня слышно? Если меня слышно, я сейчас нажму пробел. Офигеть, там задержка. Так, короче, вы сами все слышали. Я могу просто проект показать, но послушать мы не сможем. Это вот бочка. Это вот сабас. Это вот бэк. Это основной вокал проекта. То есть я... Тормозит.
Да, будет тормозить, потому что проект дохера весит и дохера плагинов тут напичкано. Поэтому и голос, возможно, тормозит. Вот, это только на саббасе столько плагинов у нас навешано. Аж 3 эквалайзера. Короче, мы вернулись. Проект, к сожалению, у нас зависает. Поэтому открыть посмотреть его не получится. Вот. Ну а так мы, в принципе, все закончили. Давайте попрощаемся. И до послезавтра. Послезавтра не знаю, что будем делать, но мы что-нибудь придумаем. Поэтому следите за инстаграмом, вся информация будет там. Спасибо всем за эфир, спасибо всем за донаты, за комменты. Рад был пообщаться. Вот. Всем пока. Всем пока, всем до свидания. Всем пока.